Так, пошли. Здравствуйте, Юрий Голд, режиссер. И мы сейчас работаем над проектом фильма «Матрица России». То есть замысел какой? Россия – это огромная, многострадальная, многообъемная страна с глубокой историей, с очень глубокой историей. И мы бы хотели бы это показать все на экране. Да? Мгм. И по замыслу глава государства, которое представляет Россию, он, когда путешествует по миру, посещает те или иные страны, он с собой берет в том числе и самое ценное, что может принести он в дом к любому человеку. Это здоровье. Здоровье ассоциируется прежде всего в том числе и с врачом, либо с целителем. И если рядом с ним будет целитель, допустим, вы, Тахир, и мы летим в гости к тому или иному, допустим, президенту, либо Путину или Рахмонову. да, здесь не важно. То важно, что взять самое дорогое, что вы можете взять. Это прежде всего то, что поможет человеку быть здоровым. И, конечно же, вы для этого знакомитесь с разными целителями, с разными школами, да? И исходя из той проблемы, с которой сталкивается, значит, тот или иной правитель мира, да, вы решаете эту задачу. Самое дорогое даете – это жизнь, то есть продлеваете его жизнь и делаете ее здоровой. И поэтому по замыслу ключи во все дворцы мира открывает прежде всего целитель. Как говорят, креститель и целитель. И вы, если отождествляетесь именно с этим образом, то вы должны быть рядом с этим правителем. И тогда первое, что принесет радость в дом, это ваше здоровье, то есть то знание, которое вы принесете. И второе, это кино. Как может, допустим, тот, кто сейчас вот нас видит, да, увидеть и услышать то, о чем я говорю? Посредством кино. Только это кино называется сейчас смарт-кино. То есть мы все сейчас смотрим на смартфонах, поэтому мы делаем как раз такое кино, которое позволяет сегодня увидеть вас, нас и тот фильм, о котором я говорю, через смартфон. И важно, чтобы вот этот инструмент, он нес не только радость в дом, да, но и информацию. Потому что он может и зло принести, если вы будете видеть искаженную информацию. Поэтому по замыслу наш правитель, да, то есть по фильму, да, он ведет постоянный эфир. Он показывает, вот я сегодня, вот как сказать, что я знаю вас, допустим, да? Вот я включаю для этого телефон, да, включаю эфир, да, вот смотрите эфир. А теперь как сделать так, чтобы меня, допустим, узнали? Вот я захожу в Контакт, вот у нас есть социальная группа ВКонтакте, да, вот посмотрите, Контакт, Юрий Голд, вот вы можете зайти сюда, и все на этой странице вы можете увидеть, да, вот обо мне, допустим, кто я, что я, чем я занимаюсь и так далее. И также мне бы хотелось бы, чтобы и у вас был такой же контакт, чтобы люди знали, куда можно обратиться, где вас можно найти. И мы для фильма, где будет показан этот фильм, взяли платформу Контакт. Именно Контакт. Для того, что, потому что в YouTube, к сожалению, удаляют наши недруги информацию. Чтобы этого не было, мы берем сейчас платформу именно Контакт. И через Контакт мы будем взаимодействовать с нашими зрителями. И в первую очередь, особенно те, кто нуждается в лечении или в исцелении. В общем, смотрите, я врач, 50 лет имею стаж работы, работал в 3 этапах. Отделение реанимации, где каждый день между смертью и здоровьем. Отделение долечивания, где после инфаркта на долечивание. И в курортной системе. Сейчас я пришел к такое заключение, что надо людей лечить в природе. Бог создавал на земле все лекарства, это именно травы. Вот я вижу, да, у вас травяной чай. Все травы, дерево, воды различные, глины различные, то, что есть, надо лечить этим путем. А то сейчас мы химия и много проблем, много не развивается техника, не решится проблема со здоровьем. Чем больше техника все равно не решает работу. Сейчас вам делают КТ, УЗИ, другой, вот здесь болит, там болит. И как лечить, много не знают. А наши предки, вот Авиценна, Беруни, разве как делали? Человек пришел на глаза, посмотрел, по глазам. Если алкоголик, видишь, как у него. Если желтуха, какой цвет.
если под глазами... А всё- вот крепкое рукопожатие у вашего президента Да, Рахмонова, да. за счет чего он такой? За счет, что я его когда-то консультировал. Серьезно? Он Да. там так Трампу пожал Вот. руку, что он даже Смотри, Трамп от него... Я расскажу один Руку. случай. Когда я член общественного совета при президенте, его даче мы отметили 15-летие наше общество при президенте. И я говорю, вы 100 лет будете жить. Он сильно ударил мои руки, и все. С этого времени мне говорят, то, что сказал президент. Я говорю, что он будет жить 100 лет. Во-вторых, от президента я один вещь там научился. Так. Один дерево большой, лист, как называется, разделяется на части, дерево. Ветви, Ствол, ветви. ствол. Ствол. Там большое, они хотели разрезать, убирать, он чуть-чуть поломался. Он говорит, нет, давайте поднимите кран, между ними поставили песок, завязали. Это дерево принялся, нормально. Вот, например, у каждого человека можно что-то получить. Поэтому, я с президентом много раз встретился, поговорили. Так, он нас поддерживает, даже вот наша ассоциация написала закон о народной медицине в 2003 году. В 2004 году он подписал закон о народной медицине. Сейчас у нас везде уже не закон, уже Постановление. Как не, принято. закон вышел, после закона кодекс Кодекс, здоровья сделали. Кодекс, Сейчас ага. во всех наших клиниках, поликлиниках есть угол народной медицины, именно траволечения. Я почему говорю, сейчас люди думают, техника решает, или там что-то решает. Это никогда не решает. Вот лично я сейчас делал программу, чтобы людей учить школьной скамейкой, это возможно, чтобы человек не болел. Я взял 10 учеников 3-5 класса. Потому что я приду к президенту, скажу, как они могут себя клизмы делать. Я их научил. Это дети, некоторые пришли, дядя, у меня вот такие червячки вышли. Они сами научились, как делать клизму. Поэтому я хочу сейчас, Путин тоже написал в 2 структурах, просвещение народного образования и Минздрав провести изменения. Эта структура уже не работает. Вызывает много болезней состояния от количества то, что мы строим. То есть вы больницы, хотите, чтобы со школы дети... Вот, поэтому мои предложения в каждой школе должен работать 1-2 врача. Они должны преподавать. Уроки здоровья. Да, Да, не только уколы делать, что-то сделать, да? Потому что он более чем преподаватели знают медицину, как сохранить Потрясающая идея. зубы, Вот есть уроки физкультуры, Да. а вот Да, уроков здоровья да. не было. как сохранить глаза, как общение с старшими, как поведение, все. Тогда средняя продолжительность жизни 100-150 лет будут жить. В мире не будет войны. Если мы будем сделать, вот про меня один дагестанец написал книгу, если все президенты будут слушать доктора Тахири, в мире не будет войны. Почему? Потому что от войны никакой толка нет. Только убийство, разрушение природы, убийство людей, все. Поэтому если мы в школе скамейки будем... А чтобы учить- люди в мире жили, что необходимо, вот ваш совет? Вот, что вы в мире жили, вот собирать, посоветоваться, советами поговорить. Вот наш президент что сделал? У нас тоже была война. Боевики были, Да, другие да. были. Лично меня 2 раза вот пистолет поставили. Все эти генералы, боевики умерли, под землей лежат. А я живу. Потому что Бог, у меня сердце всегда сверху. Надо их учить. Все равно они думают, что они богатые. Богатство не в деньгах. Вот сейчас Америка выпускает доллары. Доллары завтра ты голодный, доллары не можешь кушать. Я написал книгу «Вода дороже золота». Основное лекарство – это вода, воздух, движение, общение, солнце. Поэтому все люди, если меня будут слушать, выполнять, мы друг другу поможем, значит, будем жить долго в радости. Вот я сейчас создавал Международный союз писателей и целителей, между прочим, вчера мы ему Олегу вручили, он член Международный союз писателей и целителей. Девиз нашего, Поздравляю. Да, Молодец. спасибо. Молодец. девиз нашего союза – это мир во всем мире. Так. Здоровый долголетие, охрана окружающей среды и дружба между народами. А дружбу мы все расцветаем. Потому что когда дружба, ты ко мне приходишь, я тебя встречаю, ты довольный, у тебя энергетика хорошая, я тебя угощаю, где-то показываю все.
И по всему миру вот надо так сделать. А то они думают, что у них деньги. Я один вещь написал, когда много видят, что все сильные, в мире сильных людей нету. Все сильные где находятся? Под землей, они умирают же. А их жрет земля и муравей. Правильно? Да, да, да. Вот потому что я внутри войны был, везде я в многих странах мира видел. Надо людей Пиши мне, учить. пожалуйста, я сейчас на встрече. Саша, сейчас Вот. идет интервью, пожалуйста. Поэтому у нас вот такой Интервью девиз. идет у меня сейчас. Пиши, пожалуйста. Мы хотим работать людям, помогать. Все равно деньги не спасут здоровье. Я в свое время имел, как Кашпировский ездит по всем странам СНГ, 100 миллионов деньги имел. А эти деньги, наоборот, когда много денег, ты каждый день почитаешь, кому отдал, что отдал, не можешь спать, и долги не дают, у тебя проблемы. И жизнь укорачивается. Надо средний иметь на жизнь. Нормально жить, дружить, любить. Вы много путешествуете? Почти. Постоянно. Полгода я в Таджикистан, полгода путешествую. Я видел у вас награду «Звезда Дагестана». Так, ну мне дали в прошлом году в честь 100-летия юбилея Расул Гамзатова народный герой Дагестана. Так. Обычно много меня останавливают. Вы воевали? Я говорю, какого я воевал? Я людей учил быть здоровым. И много больных после моей консультации выздоровелись. Я написал книгу «Рак излечим». Те люди, которые по моей методике начали работать над собой, они уже здоровы. Мысль это материальная. Вот ошибка нашей медицины, некоторые болезни говорят неизлечимы, код ставят, ему диагноз поставили рак, он готовится к смерти, он умрет. Поэтому мы вы помогаете? поменяли. Конечно. Я первый психотерапевт Республики Таджикистан, ученик главного психотерапевта Союза Рожнов Владимир Евгеньевич. Он был заведующий кафедрой. Я все время учился на территории России у всех самых крупных ученых. В Индии ездил учиться, в Иране год работал, я фитотерапевт в Иране научился. Как это делать? Сейчас мне надо продавать, мне деньги не нужны, мои знания Знания вы хотите народу культивировать, да? передавать, чтобы народ был здоровый. Это деньги А вы собирать. можете вот вести, скажем, обучающие семинары? Я провожу, конечно, да. Вот Канал, сейчас, конечно, вот если вы буквально вывесите я канал. сейчас в Питере, 4 человека пришли, хотели, я их учил, всего 3 часа. Они такое знание получили, сейчас у них, как целитель, уже очередь. Моя методика. Я учился 4 года в медучилище, фельдшер-акушерский, 7 лет мединститут, аспирантура здесь заканчивал московский, докторантура. Написал 55 книг, а сейчас сделал на один лист система оздоровления, долгожительства по У вас есть методику рецепт? доктора Да, Дахи. есть, Я тебе тебе подарю. подарю бесплатно. Тебе бесплатно, да. Как Вот это- режиссеру. Вот это вкратце Да. Благодарю вас. информация. Понимаешь, то есть, насколько значимый человек, И я потому что выпускаю здесь это БАДы, не здесь случайно. да. Подмосковье, крема выпускаю. Да. Все на основе натуральной продукции. Всё. Большой человек, уважаемый. Благодарю вас. Я маленький человек, небольшой, но... Нет. Человек, который несет здоровье, это Божий человек. Это... Ну вот и спасибо. Познакомились, приятно Всё. пообщаться, и Всё. мы задачу У меня поняли, есть что маленький нужно. санаторий на 30 коек. Я ему говорю, приходи Где? Здесь? в Таджикистан. В Таджикистане, да? Здесь такой воздуха нету, солнца нету. Понятно. Покойный Фруктов Жир- нету, овощей нету. Трав, наверное. Трав нету. Покойный Жириновский 5 своих книг мне подарил. Один называется «Азбука секса». Второй называется «Беда русского народа». Беда в чем заключается? Алкоголизм. Здесь солнца не хватит. Люди тянут пить. Надо их переключить в другую систему. Движение, физкультура, танцы, смехотерапия. Ну, разработали большие планы. Просто если государство поддерживает, народ быстро будет слушать. А я сам выступаю, ну, кто меня знает, понимает, они меня поддерживают. Это должно государь сделать, правильно? Конечно, То да. есть Вы должны смотреть на него Мы и... же программу школьную не можем изменить. Ну да. Программа Минздрава не можем изменить. Это государство меня приглашает, всех профессоров, ученых. Будем спорить, объяснить, разъяснить и доказать. База хорошая, давайте. А вот у вас в Таджикистане эта методика внедрена в В школу? общем, нет, у нас в школу пока нету, сейчас мне поддерживал наш Ну, государство правительство, поддерживает. да. Я сейчас провожу по всем, значит, киноконцертным залам,
Дворца культуры. Это бесплатно для меня. Народ, ну там, скажем, по 100 рублей, 200 рублей будут платить, чтобы мои расходы. Аренду, да? там? Не, Да, расходы. Ну, расходы. аренда А, бесплатна. даже, Я буквально вот в прошлом году 10 дней был в Памире, там Мгм. очень экологически чистое место. Ну, хороший, я учил этих людей. Вот Ленинабадская область, даже в врачах я учил. Ну, врачи вроде знают неделю, там лень есть, программу поменяли. А сейчас Минздрав по стандарту будете лечиться, вот такие болезни. И этот человек приходит, он за пределы не знает только. Вот я сейчас тоже в интернете слушаю. Там один врач пишет, ну, вступает, что говорит. Медицина пойдешь по разным местам, они говорят, у нас стандарт. Мы вот так будем, а это стандарт. Есть протокол, так Вот называемый. протокол, да. По протоколу, который Минздрав. Надо эту систему Надо менять. менять. Отлично выглядишь. Где ты так отдохнул? Не отдохнул, он занимается, смотри. Я ему сразу говорю, я тебя на работу возьму. Так. Он занимается дыхательной гимнастикой. У меня в моей методике это первая технология питья воды, использования воды, как делать клизму. Второй комплекс дыхательной гимнастики. Третий идет комплекс упражнений для глаза. Вот я, например, простой методику я разработал. Много страдают глазными болезнями. Просто возьмешь воду, вот открытыми глазами 1-3 минуты будешь держать, каждые 2-3 часа у тебя никакой проблемы. с Держать глазами. перед глазами воду Да. просто. Не, Нет, открытые, чтобы открытые зашел глаза, вода. окунуть их в воду. И круто. чтобы вода Да. протекала, текучая вода, она смывает вот этот... Или просто тазик возьмешь, глаза открыты. У нас на Памире есть такой Понял. кровь, Фантастика. чашма. То есть, получается, ты обогащаешь ее Ну, Да, смотри, смывается. Сейчас сравнение. Вот Ну-ну-ну. дерево, да, вода не поступает, высыхает. Так. Глаза тоже так. так же, да. Да, если ты вот воду открыто держишь, быстро зрение восстановится. Я уже в течение 10 лет делаю, у меня был плюс 5. Сейчас у меня 2,5. Ну, я много читаю, все равно годы, возраст Конечно, скажет. конечно. Я вечно не буду. Я себе код поставил до 100 лет жить. У меня, по моему направлению, еще 30, ну, сейчас некоторые говорят, мы тебе добавим еще 50, 150 будет. Вот. Поэтому для всего того, что нужно знание. Потом я практически врач. Я всю жизнь среди людей работал. Видел женщины, которые имеют 4 соски, грудь. Значит, гермафродитов видел, которые люди родились, у них хвост, вот как у лошади сзади бывает. Ну, разные практики все увидишь. По всем странам я выезжаю, они консультирую, даю советы, вижу для тебя. Мгм, всё. мгм. Изменить образ жизни, изменить кухню, народ будет жить долго. И не будет воевать. Там, я тоже написал, что там, где нормальный секс, там не воюют. Как хорошо вы сказали сейчас. Понял, да? Да. Ну-ка, Там, где нормальный секс, люди не воюют, потому что он расслабился, он не хочет с кем-то драться, ругаться, что-то делать. Он живет в удовольствии. Да. Ну, Да, расслабляться. конечно. Так что Хорошо. Вот Жириновский, когда мне дал свой Игорь, скоро я книгу сейчас освобождаюсь, приду. «Азбука секса», Мгм. Хорошо. он депутат был, но он очень умный человек. Его книги я прочитал. А основа жизни тоже любовь, секс, движение, все. Если у человека все нормально, ничего не будет. С Владимиром Вольфовичем встречались? Да, Жириновским, да? он 5 свои книги мне подарил. И автограф тоже написал. Я в Госдуме, я как член Союза писателей, в вопросе национальности был. И я там вручал Зюганову свою книгу «Мудрость любви» и Жириновский. А он сразу говорит, дайте мои книги. И сразу 5 своих книг он мне подарил. Ну, отлично. И То есть, его визитка у меня тоже есть. то есть вот человек, знающий, умеющий, практик, надо сделать так, чтобы о нем не просто узнало Узнал. какое-то Мгм. сообщество, Мгм. а практически весь мир. И методики, которые вот мы и сейчас доктор Тахири говорит о том, что через правительство. Как достучаться до правительства? Нужно низы поднять. А низы поднять надо дать знания. Сегодня поле – это социальные сети. Все. Максимально дать людям поднять эту волну, чтобы люди поняли, да, вот,
вот есть путь, есть выход, есть методики, есть практика. Я уверен, что нас, таких людей, как я, как Юрий, как вы, учеников станет больше. Вот это главное. И через учеников, естественно, мы дадим импульс, вот этот, да, электрический импульс добра в массы, исцеления. Люди поймут, люди подтянутся. И тогда в этом случае правительству просто деваться некуда будет. Оно все равно увидит и поймет. Нужно менять свои мозги. Потому что низы уже не могут. Вот это, помните у Ленина? Низы не могут, верхи не хотят. Так мы сделаем через низы, чтобы правительство захотело. Ему просто выхода не будет. Вот это вот я вижу в этом целом. Так что спасибо, доктор Тахири. Вот ты здоров. Да. Айдон, вернись. Да. Сейчас познакомимся. Нужно двигаться. Спасибо. Я чай допью.